На наших улицах зима. Сквозь морозы и туманы пробивается торжество прекрасного. Я думаю, для ценителей красоты это бальзам, это вдохновение для глаз и души. Давайте же вместе посмотрим на конкурс «Мисс Якутия 2006». Пока девушки готовятся, просторный зал наполняется зрителями. Здесь стоит гул. Кто-то обсуждает преимущества девушек, гадая, кто же все-таки оденет корону. А кто, потирая ладони, уже готов аплодировать громче всех, чтобы поддержать свою подругу, дочь или сестру. Мы пришли посмотреть просто на девушек красивых. И кто вам нравится более-менее? Я не знаю, в интернете видела, есть красивые девушки, даже очень. Девушки, за кого вы сегодня болеете? За Зардан Сармятиков. Каковы ее шансы, как вы думаете? Ну, наверное, победит. Как вы будете ее поддерживать? Кричать. Вы еще не видели участниц? Нет, честно говоря, нет. В предвкушении чего вы? Ну, интересного шоу. Вы вдохновляетесь, когда смотрите на красивых женщин? Да, обязательно. Как же без этого? Обязательно, как любой мужчина, я думаю. Вы по каким параметрам будете оценивать женщин? Ну, это трудно уложить женщину в какие-то параметры. Она всегда, как говорится, таинство и очень много параметров. Ну, не параметров, а обстоятельств играет в этом большую роль. Вы еще участниц не видели? Нет еще. Вы в ожидании чуда? Да, обязательно. Зал в театре оперы и балета полный, а мы сейчас заглянем в гримерную, в подноготную. Вперед! У вас есть молодой человек? Нет. А вот когда вы поучаствуете в этом конкурсе, то есть, наверное, у вас появится очень много поклонников. Как вы на это смотрите? Они и сейчас есть, и будут всегда. Сейчас прибавится, сейчас будет еще больше. Да? Как вы будете от них отбиваться? Не знаю. А с чего вы решили участвовать в этом конкурсе? Стать мисс Якутии, поехать на мисс Россию, представить достойно республику, войти в десятку на мисс России. Имидж кто ваш придумывает? Сами. То есть вы думаете, вот этот имидж именно ваш? Да, потому что как бы не слишком яркий, он как бы такой естественный, как бы надо сохранять естественность, вот самое главное. Настроение отличное, но чуть-чуть волнуюсь. До этого вы участвовали в каких-нибудь конкурсах? Да, участвовала в конкурсе на конкурсе Туяр Мако летом и стала Туяр Майко. В зале суета, а как вы думали, ведь это ежегодный, 11-й по счету республиканский конкурс красоты, где участвуют девушки со всех концов нашей республики. Красавицы прошли большой и строгий кастинг. В первую очередь смотрели, конечно же, на внешний вид, параметры, а они почти у всех девушек равны или близки 90-60 на 90. А что тут поделаешь, мировые стандарты требуют свое. А еще одно требование – девушка должна быть незамужней. Так что для нас, для холостяков, они интереснее вдвойне. Созерцайте и восхищайтесь, ведь северные жемчужины, я убежден, лучшие в мире. Перед вами самый первый выход, где конкурсантки представляют великолепные по исполнению национальные якутские украшения. В этом году в положение организаторы внесли некоторые изменения, а именно то, что до конкурса девушки жили в одном из санаториев города Якутска. Там непосвященные молодые конкурсантки познавали азы модельного дела. Как говорят сами организаторы, научить девушку держаться на сцене, оттачивать шаг, преодолевать некоторые психологические барьеры – задача не из легких. Поэтому в течение 10 дней девушки жили бок о бок, познавая все радости и трудности подготовки. Уанна орто туру дойду, алгыстах араңастал барыгар, алтанья каталатыгар, үртүк мындатыгар, үйе бір өрөгөтүгер, үйе өттүттен, үс өргөстөк, үргөр үргүйбекке, алын өттүттен, алты өргөстөк, аргыр аргыйбакка, бастакка бараммат, барыга байтанан, кестекке кектибет, кетит кескилленен, ая, туда, сайда, сырды тур, сахабыт сире. Ден, олон қобыт өлбөт сүппет тылларынан айхаллыбыт. Уанна, кихи барыта эрене кетехер, саха сирин керек үйха, мисс Якутия конкурс бұдын, сағалыр бұдын көңілләң.
В этом году в конкурсе участвуют 19 девушек. После каждого выхода по решению судейской комиссии будет проводиться отсев. До финала дойдет лишь половина. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на очередном 11-м финале конкурса красоты «Мисс Якутия». Идеальная красота, самая восхитительная наружность ничего не стоит, если ими никто не восхищается. Это сказал еще Бальзак. И мы собрались сегодня в этом зале именно для того, чтобы восхищаться красотой. Мы будем восхищаться, но есть люди, которым придется не только смотреть, но и оценивать наших сегодняшних красавиц, потому что все они конкурсантки. Итак, мы рады представить вам членов нашего почетного жюри. Итак, сегодня в жюри фотограф Алексей Павлов. Ваши аплодисменты. Главный балетмейстер театра оперы и балета Мария Васильевна Сайдыкулова. Директор общества с ограниченной ответственностью «Идальго» Андрон Альбертович Наваян. Директор общества с ограниченной ответственностью «Эрчим» Александр Николаевич Тостыгин. Директор ювелирной фирмы «Уран-Саха» Лука Митрофанович Егоров. Мисс Якутия 2003. Вторая вице-мисс Россия 2003. Мисс Доброй Воли 2004. Наталья Колодезникова. Директор телевидения национальной вещательной компании «Саха» Иннокентий Тимофеевич Киринский. Ректор Якутской государственной сельскохозяйственной академии Леонид Николаевич Владимиров. Заместитель министра по делам предпринимательства, туризма и занятости в Республике Саха-Якутия Татьяна Анатольевна Гладкова. Визитка необходима, чтобы узнать об участницах некоторые подробности. Род деятельности, увлечения, хобби. Уже на этом этапе девушкам необходимо представить себя зрителям оригинально, коротко, но емко. Добрый вечер, дорогие жители, гости нашего прекрасного города. И, несомненно, приятного вечера уважаемым членам жюри. Меня зовут Агата Свинобоева, мне 19 лет. Учусь на 4-м курсе юридического факультета Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Кроме учебы, являюсь солисткой вокального ансамбля «Нурал». В свободное время занимаюсь спортом и увлекаюсь учением фэншуй. И верю, что красота человека зависит от его внутренней гармонии. Добрый вечер, уважаемые гости и члены жюри. Меня зовут Чепель Анастасия, мне 16 лет, я учусь в 8-й гимназии. В будущем хочу поступить на факультет иностранных языков или на юриста. Мое хобби – рисование. Я мечтаю совершить кругосветное путешествие, выучить несколько иностранных языков и иметь друзей во всех уголках нашего мира. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые члены жюри и дорогие гости. Меня зовут Гоголева Вероника, мне 22 года. Я учусь в Санкт-Петербургском государственном университете профсоюзов, факультете менеджмент по туризму. Для меня характерна сосредоточенность, четкость, простота и бережливость, и желание неустанно, непреклонно превосходить профессиональные и духовные отношения. Мой девиз – бороться, искать, найти и не сдаваться. Желаю всем приятного вечера. Спасибо за внимание. Я Портняги Нарая, мне 16 лет, учусь я в школе номер 7. Мечтаю повидать все страны мира, поэтому в будущем выбрала для себя профессию стюардесса.
Желаю всем приятного вечера, а участницам удачи. Пусть будет жизнь подобна раю, пусть исполняются мечты, пусть счастье наше будет долгим и вечным. Добрый вечер! Меня зовут Стриганова Мария. Я родилась в Якутии, росла, девчонкой славную была, послушную, на радость папе с мамой. И тут пора учиться мне пришла. Я учусь в Якутском государственном инженерно-техническом институте, который сегодня имею честь представить, на факультете информационных технологий. В будущем хочу стать хорошим специалистом. Я себя считаю человеком открытым и разносторонним. С детства занимаюсь танцами, а в последнее время предпочтение отдаю танцам в восточном стиле. Еще я пишу стихи и увлекаюсь экстремальными видами спорта. Спасибо. Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Максимова Карина. Мне 16 лет. Я учусь в школе номер 23 в 11 классе. Из всех своих увлечений я больше всего предпочитаю рисование и моделирование одежды. И еще свое свободное время я люблю проводить с друзьями и читать произведения Тургенева. Большое спасибо за внимание. Джаллах Джакускаим Аллах Тахтара, Сайдам Саналах Сахам Джана, иди истим Эгарде. Здравствуйте, дорогие гости и жители столицы. Меня зовут Екатерина Бубякина, мне 19 лет. Я учусь в Московском государственном техническом университете гражданской авиации. Увлекаюсь чтением, обожаю спорт, имею первый спортивный разряд по волейболу. Мечтаю стать хорошим специалистом для развития нашей республики. Желаю всем участницам конкурса успехов. Баргамтадин Баргамахтал. Добрый вечер, дорогие гости и уважаемые члены жюри. Меня зовут Штабель Юлия, мне 16 лет. Я ученица 11 класса школы номер 26. Помимо школы, я студентка второго курса Якутского финансово-экономического колледжа. В будущем вижу себя экономистом в туристическом бизнесе, но не исключаю карьеру модели. В свободное время занимаюсь танцами, пишу песни. Желаю всем приятного вечера. Спасибо за внимание. Добрый вечер. Меня зовут Прокопьева Италина. Мне 18 лет. Я учусь в Байкальском государственном университете экономики и права, а также работаю в магазине Мондо менеджером по продаже. В свое свободное время я занимаюсь моделированием и дизайном одежды. Спасибо за внимание. Однажды, в 1989 году, на небосклоне под знаком зодиака Льва загорелась маленькая, но очень яркая звездочка с солнечным именем Светлана. Она облетела всю республику и решила поселиться в красивом Улусе, Алекминском, где живут самые талантливые и замечательные люди. И недавно, в 2006 году, в 17-летнем возрасте, эта звездочка наконец-то обрела свое призвание – учителя иностранных языков в Саха Государственной педагогической академии и стала участницей на самом ярком звездном конкурсе «Мисс Якутия». Я считаю, победу в сражениях одерживает тот, кто верит в нее. Приятного вечера, спасибо за внимание. Добрый вечер, дорогие зрители и многоуважаемые жюри. Меня зовут Акматова Динара. Я учусь в 10-й школе города Якутска. В свободное время занимаюсь спортом, например, баскетболом. И считаю, заниматься спортом полезно и модно. Главная моя мечта – стать известной моделью и покорить весь мир. Желаю всем хорошего вечера. Спасибо за внимание. Добрый вечер, уважаемые члены жюри и дорогие зрители. Меня зовут Васильева Елизавета. Учусь я в 11 классе Якутского городского лицея. Родилась я под знаком огня, и вот уже 16 лет сопутствует мне свет моего созвездия Стрельца. А моя правящая планета Юпитер
дает мне силы стремиться к жизненным высотам. Свое свободное время люблю проводить за книгами. Меня привлекает все прекрасное и красивое. Наверное, это чувство привело меня на эту сцену. Моя мечта – облетать весь мир, узнать много нового и познакомиться с интересными людьми. Желаю всем приятного вечера. Спасибо за внимание. Добрый вечер, дорогие гости и уважаемые члены жюри. Я Сутакова Зарина, мне 18 лет. Я учусь в Якутском государственном инженерно-техническом институте на 3-м курсе. По специализации я инженер-строитель. В свободное время от учебы я занимаюсь волейболом, чтением зарубежной классики. Стройте свои мечты и планы, и они у вас обязательно исполнятся. Текихенен, күнді жалок Якутской кораталахтахтара, онна велджиттара. Добрый вечер, дорогие гости и жители города Якутска. Вас приветствует Ирина Санникова. Мне 20 лет. Я учусь на 3-м курсе Санкт-Петербургского университета кино и телевидения. Себя считаю самостоятельной, решительной и независимой личностью, доброй, мягкой и романтичной натурой. Для меня важное в жизни – это приобретение профессии, а затем профессиональный рост. Всем желаю приятного вечера. Спасибо. Добрый вечер, дорогие зрители и многоуважаемые члены жюри. Я Зайцева Наталья, мне 19 лет. В этом году окончила Житайский медицинский лицей, прошла курсы косметик-визажист в городе Иркутске. В данный момент работаю в салоне красоты и считаю, что человек должен украшать землю. Всем участницам этого конкурса я желаю удачи! Улу туймада хачытлылық тақтыргар, үтік маны ғылжыттаргар, онна жүллүр сүбәға сахалы уруй айхал болуқтун. Я Сардана Сыромятникова, мне 17 лет, учусь я на 2-м курсе в Якутской государственной сельскохозяйственной академии, которую сегодня имею честь представить. В свободное время увлекаюсь писанием картин, так как мне самой нравится создавать мир вокруг себя и преображать каждую деталь. По жизни я следую одному правилу – нет победителя сильнее того, кто сумел победить самого себя. Поэтому стараюсь преодолевать любые трудности на своем пути. Это дает мне веру и силу в дальнейшее будущее. Спасибо! Добрый вечер, уважаемые гости и члены жюри. Я Рожковская Алена, учусь в 11 классе Житайской средней школы номер 1. Здесь, на этой сцене, я представляю символ мира и добра. 17 лет назад я родилась в семье, где слились 2 нации, 2 крови, русская и саха. Любовь и помощь в трудную минуту царили с детства в моей семье. Республика моя, тебе без лести желаю мира и добра. Джолох болун барджанун. Гости города Якутска. Танцевальная группа Сибири Sunny Boys. Город Красноярск. Встречаем!
девчонки все красавицы. Все как на подбор. Действительно, дядьки Черномора только не хватает. Они действительно на подбор. Действительно, да. Кстати, вопрос у меня. Как набирали девушек? То есть был какой-то... Наверное, не по адресу. Вот интересно, сколько было девушек? Да. Если столько красавиц набралось, сколько было вообще девушек? Наверное, тем людям, кто выбирал, было сложно очень, да? Наверное. Создать костяк, да, костяк участниц. Теперь, как вы думаете, в Якутии много красивых девушек? Теперь, думаю, наверняка много. Нам не удалось познакомиться, да, и увидеть достопримечательности, да? Конкурса, чтобы познакомиться с девчонками. Второй по счету выход в шубах. Представлены шубы из абсолютно разного меха, фасона и дизайна. Сейчас девушки в образе настоящих северных женщин. На подиум выходит красавица под номером 6 Карина Максимова. На ваш суд, уважаемые зрители, Екатерина Бубякина, участница под номером 7. Встречаем участницу под номером 8, Юлия Штабель. Под 9 номером выступает Айталина Прокопьева. Встречаем конкурсантку под номером 10 Светлана Фаст. Следующей появляется красавица под номером 11 Динара Акматова. Любуясь всем великолепием, истинно убеждаюсь, что в Якутии самые красивые девушки. Будь я судьей, я всем бы присудил титул первой мисс. Но как в каждом конкурсе, кто-то должен быть первым. Под номером 13 на подиуме Зарина Сутакова. Под номером 14 Ирина Санникова. Обворожительная Наталья Зайцева, номер 15. Встречайте под номером 16 Сардана Сыромятникова. Следующая участница под номером 17 Алена Рожковская.
Встречайте Дарью Ищенко, участница под номером 18. И в заключении участница под номером 19 Ольга Скорик. На сцене ансамбль «Сандал». Бразильский карнавал. Встречайте! Arriba cucaracha! Выход в шубах, что раскрывает в девушке? Притягательность, сексуальность и все ее хорошие качества. Это образ настоящей северной женщины. Да, я с вами полностью согласна в этом. Красота внутренняя, да. Она видна на человеке. Даже в шубе? Даже в шубе, да. То есть вы не думаете, что это только демонстрация красивых шуб, да? Ну, это и демонстрация, и, конечно, все-таки это конкурс красоты. И мы же не только шубу показываем, но и себя. Как вы чувствуете себя в образе северной красавицы? Ну, я сейчас в образе, но чувствую себя как
чистая, светлая девушка. Я по программе самый Интеллектуальный конкурс один из самых интересных. Посмотрим и послушаем, как девушки умеют отвечать на вопросы. Оценивается ход мыслей, неординарность ответа. Уважаемые зрители, не стоит судить строго. Волнение делает свое. Да и задача не наша, а многочисленного жюри. Итак, интервью участниц. Скажи, пожалуйста, трудно ли быть красивой? Да, легко. Ну, а в чем трудность заключается основная? Эту же красоту надо как-то поддерживать. То есть денег не хватает? Хватает. Каким образом поддерживаем красоту? Диеты. Ухаживание за собой. Цветы, поклонники, участие в конкурсе «Мисс Якутия» и так далее. И после этого поклонники ухаживают за вами, да? Спасибо. Как бы вы думаете, кем вы станете в будущем? Я бы хотела стать дизайнером одежды. Хорошо, а вот дизайн одежды для вас это сама цель, там средство заработка или что это такое вообще? Это любимое занятие, я очень люблю рисовать. Ну, аплодисменты давайте пожелаем этому любителю рисования стать прекрасным дизайнером. А Раиса Портнягина ответит мне на следующий вопрос. Успела ли ты подружиться с кем-нибудь во время подготовки? Потому что вы сколько дней готовились? Да, конечно, мы 10 дней жили в санатории Аласи. Так как этот конкурс первый, мы жили в одном санатории, все подружились, создался такой коллектив, очень дружный. И думаю, что будем дружить и дальше. Телефонами уже обменялись? Да, конечно. Ну, я думаю, это заслуживает аплодисментов, потому что женская дружба – это дело очень тонкое. Следующая участница Екатерина Бубякина. Вот давайте на миг помечтаем. Если, например, вы сегодня станете мисс Якутия, что вы первое такое сделаете в жизни весомое после этого? Я бы сделала маникюр, педикюр, пилинг. Нет, ну просто вот вы стали мисс Якутия. Некоторые говорят, знаете, я за мир во всем мире, там, я там еще что-то такое. Вот вы бы что такое сделали? Ну, я бы сделала как другие, но... Ну, а что-то необычное такое. Я бы сделала, для сирот. Ходила бы и помогла, чтобы они... я хочу, чтобы они поняли, что такое красота. И я хочу, чтобы они тоже были такими же. Вот это прекрасное выражение «красота спасет мир». Я думаю, если вы станете королевой красоты, вы действительно будете спасать и к красоте подводить всех людей на этом земле. Да. Спасибо. Вероника, поделись, пожалуйста, планами на ближайшие 5 лет. Ну, грубо говоря, на 5 лет. 5 лет? Ну, хотелось бы устроиться на работу. Так. Есть тут потенциальные работодатели в зале у нас? По какой специальности? Менеджмент. Менеджмент в какой сфере? Турист. Менеджер туризма. Между прочим, программа президентское развитие туризма в нашей республике. Между прочим, в жюри Спасибо. есть заместитель министра, министерства, занимающееся туризмом. Я думаю, сделают свои выводы. Ну что ж, следующая конкурсантка под номером 8, это у нас Юлия Штабель. Вам такой вопрос. Значит, ну вот, как вы думаете, вот конкурс красоты, вот он уже 11-й раз проводится. Члены жюри и зрители, чем они, скажем, мотивируют свое решение, чем они, скажем, оперируют для того, чтобы выбрать красавицу? Не только, конечно, там параметры там и что-то еще. Чем еще вот такое общее впечатление? Какое? Я считаю, что девушка не только должна выглядеть внешне красиво, и душевно тоже, это самое главное. И, наверное, они выбирают не только по параметрам, как вы сказали. Вот интеллект тоже играет очень большую роль. Таланты, ну, как себя проявит девушка, вот так. Вот вы сейчас сказали таланты. Знаете, вот я надеюсь, думаю, что каждая из вас талантлива там по-своему. Кто-то там, я не знаю, танцует, вот кто-то говорил уже, что рисует, танцует, я не знаю, поет и так далее. Как вам кажется, в конкурс красоты в будущем хотелось бы ввести какой-нибудь конкурс «Алло, мы ищем таланты»? Да. Ну, то есть визитная карточка, которую мы представляли в начале, в ней бы еще и спеть, да? Да.
Прекрасно. Я думаю, что на будущее... Ну, так есть же возможность. Сейчас почему нет? Нет, ну прям сейчас не будем. У нас просто еще много конкурсанток, иначе мы превратим это все действо в концерт. Спасибо. Следующая конкурсантка Анастасия Чепель. Скажи, пожалуйста, я понимаю, вопрос сложный, вопрос риторический, но что такое красота, на твой взгляд? Не торопись, можешь подумать. Красота, но это прежде всего внутреннее обаяние. Когда человек сияет, изнутри он заходит, и хочется улыбнуться. У тебя есть такое сияние? Я думаю, да. Есть ли у Анастасии такое сияние? Конкурсантка Светлана Фаст. Вам такой вопрос. Вот в последнее время огромное количество конкурсов, насколько я знаю, и проходит там, я не знаю, МИЦ, всего на Азии, Океане и т.д. и т.п. А с чем это связано, как вы думаете? Почему их так много? Ну, я думаю, что в каждой стране, там, в каждом континенте ищет своих красавиц, так как их очень много и выделяет одну. То есть, когда красавиц много, это хорошо? Это просто здорово. Прекрасно. Но я думаю, что конкурс «Мисс Якутия» все-таки 11 лет, один из самый большой и самый лучший в этой республике, да? Да, я с вами полностью согласна. Спасибо. Конкурсантка под первым и очень ответственным номером. Ее зовут Свинобоева Агата. Вот, Агата, к тебе такой вопрос. Что означает твое имя? Имя? Это в честь моей бабушки Агаша. Но моя мама решила прикрасить мое имя и назвала Агата. Агата, чудесное, редкое имя. Скажи, пожалуйста, у тебя есть близкий человек? Можешь ли ты о нем рассказать? Близкий человек? В смысле молодой человек или... Ну, это вот о ком расскажешь? Ну, я расскажу о своей маме. Я очень люблю. Правильно. Она у меня самая красивая, самая. Она здесь? Да. Волнуется? Да. Ну что ж, поддержим маму Агаты аплодисментами. Динара Ахматова, вам такой вопрос. Вот знаете, очень принято в таких больших пафосных конкурсах, типа там Оскара и так далее, когда вам вручают приз, говорить какое-то слово. Представьте, вы вот в конце этого конкурса выиграете, выйдете на сцену, вам дадут микрофон. Что бы вы хотели сказать? Я сначала прыгну до небес и потом скажу всем большое спасибо. Итак, у нас конкурсантка под номером 14 Ирина Санникова. Вам давайте такой вопрос. Вот у вас есть какой-нибудь в жизни талисман, оберег, и он действительно вам помогает? Да, конечно, помогает. Это вера в свои силы, вера в себя. Нет, а какой-нибудь материальный талисман, знаете, вот там пятачок там перед экзаменом в носочки кладут, там еще всяческие такие вещи. Нет такого, приметы такие? Есть серебряный талисман. Там знак девы. Серебряный талисман, знак девы. Ну, я надеюсь, что на этом конкурсе он вам обязательно поможет. Аплодисменты. Конкурсантка под номером 12 Елизавета Васильева. Вопрос такой, Лиза. Что тебе понравилось в процессе подготовки к конкурсу? А может быть, что-то не понравилось? Ты можешь сейчас прям сказать об этом? Ой, понравилось все абсолютно. Во-первых, подготовка, она как укрепляет, придает, делает людей ответственными. Мы стали более старательными. Благодаря Татьяне Ивановне, нашему хореографу, большое ей спасибо. Мы научились правильно ходить, стали более ответственными и подготовленными. А вот то, что вас изолировали от общества в санатории, это как, помогло или может это лишнее? Не то, что изолировали, мы общались друг с другом, нам было весело. И этого достаточно? Удачи тебе. Зато после конкурса конкурсантки вырваться на свободу в родной город Якутск. Держись, Якутск, красота на свободе. Якутск уже ждет вас, видите. Следующая конкурсантка под номером 16 Сардана Сыромятникова. Вот, знаете, когда девушка становится обладательницей титула «Мисс Якутия», она едет представлять республику там, в Москву на всероссийский конкурс. И вот сейчас хотел бы вас спросить, знаете, то есть этот человек становится такой символ республики. Вы как символ республики, наверное, будете встречаться с главным человеком республики, с президентом Вячеславом Анатольевичем Штыровым. Вот если бы вы встретились, какой бы вопрос вы, например, ему задали? Я готова встретиться и задала бы вопрос. Главное, Сардана, что ты готова встретиться. Вы будете спонсировать меня в конкурсе в Москве, короче? Вот это нормальный ответ, наконец-то вот. Спасибо.
Конкурсантка под номером 15 Наталья Зайцева. Вопрос состоит в следующем. Если тебе придется рассказывать о Якутии на конкурсе «Мисс Россия», что ты скажешь? Что наша столица самая лучшая, что здесь хорошо, и люди здесь хорошие, добрые и гостеприимные. А улусы? А в улусах еще лучше люди. Ну, может быть, в Улусе не была. Выведите девушку в Улус, пожалуйста. Ну, следующей конкурсантки Алена Рожкова, номер 17. Для вас такой вопрос. Алена, вот какой самый безрассудный, самый экстремальный поступок вы совершали в собственной жизни? На самом деле у меня таких поступков не было. Ну, а то, что вы стоите на этой сцене, это продуманный шаг? Да, это действительно продумано. Какая продуманная девушка. Ну, а ничего такого экстремального вот? Нет, на самом деле такого ничего. Ну, может быть, что-нибудь хотелось бы? Ну, да. Ну, что, например? поделитесь своими тайными мечтами. Я бы очень хотела спрыгнуть с парашютом. Веришь ли ты в предначертание? В судьбу, в фатум, как угодно можно это назвать, да? Или ты считаешь, что все в руках человека, и каждый является строителем своей жизни самостоятельно? Да, мне кажется, что человек является строителем собственной судьбы, все в его руках, вся его жизнь, вся его судьба. Поэтому не теряйте шансов, стройте свои мечты. Как у вас вот впечатление о этом действии, вообще об этой феерии? Впечатлений много, все сразу не выразишь. Волнение, счастье, то, что я вообще сюда попал. Спасибо всем. Расскажи о своих увлечениях, пожалуйста. Я занимаюсь моделированием одежды. Ой, как интересно, а поподробнее. Давно ли? Какой одежды, с кем? Нет, я просто для себя выбираю какие-то вещи и переделываю их. Есть такое, бытует мнение, особенно у мужчин, что, знаете, красивые девушки, они ужас, какие глупенькие такие вот. Ну, это их мнение, я так не считаю. Вот есть разные люди, есть и глупые, и умные. Главное, чтобы все было хорошо. Все ответы судьи учли и вскоре вынесут свои вердикты. А сейчас конкурсантки демонстрируют коллекцию дизайнеров. Динара Акматова, номер 11. Елизавета Васильева под номером 12. Посмотрим, принесет ли удачу Зарине Сутаковой ее 13-й номер. Следующая конкурсантка под номером 14 Ирина Санникова. Наталья Зайцева, номер 15. Встречайте номер 16 Сардана Сыромятникова. Встречайте бурными аплодисментами Алена Рожковская. К великому сожалению, в дальнейшую борьбу вступают лишь 10 красавиц. Такие вот нововведения со стороны организаторов. И самый смак конкурса – выход в купальниках. Объяснять почему незачем. Все прелести предстают во всем своем великолепии. В нем участвует лишь 10 избранных. Участница под номером 14 Ирина Санникова.
Участница под номером 13 Зарина Судакова. Встречайте участницу под номером 18 Дарья Ищенко. Алена Рожковская, номер 17. Встречайте Сардану Сыромятникову, номер 16. Раиса Портнягина, номер 4. Номер 19 Ольга Скорик. Номер 12 Елизавета Васильева. Вашему вниманию конкурсантка под номером 11 Динара Акматова. Участница под номером 1 Агата Свинобоева. Не печально вам расставаться с этой короной? Если честно, то не очень. Я с радостью передам корону достойной девушке. Как вы лично, вот, на ваш взгляд, как вы оцените сегодняшних девушек? Сегодняшних. Вот вчера и сегодня я была на репетициях и вот заметила, что все девушки очень красивые, очень яркие личности. Вы, может быть, предпочтение какой-то девушке дадите? Предпочтение у меня есть. Я заметила 3, так сказать, но я пока не буду разглашать. А вот вы по каким параметрам оценила девушек? Ну, в первую очередь, это красота, талант, ум. И, конечно, она должна уметь себя преподать. Если она тем более участвует, девушка должна уметь держаться на сцене. И не только на сцене. Сегодняшние конкурсантки красивые все, как на подбор, но мне особенно понравилась Алена Рожковская. Она такая молодая, и сразу видно из зрительного зала то, что она у нее какое-то особое обаяние, что ли. Она явно выделяется среди всех этих девушек, так же, как и Ирина Санникова. Такая же тоже яркая девушка. Завершающее звено конкурса – элегантность, обворожительность и грациозность. Все это сочетается в выходе в вечерних платьях, после которого судейский состав удалится на совещание и горячие споры. Кто же оденет корону самой красивой девушки Северного края? Раиса Портнягина представляет вам свое вечернее платье. Динара Акматова. Золотой слиток на нашем подиуме Елизавета Васильева.
Встречайте, Зарина Сутакова. Сардана Сыромятникова представляет вам свой вечерний туалет. На нашем подиуме коралловая нежность от Дарьи Ищенко. Черное золото с грацией пантеры Ирина Санникова. Все оттенки бриллианта Ольги Скорик. И на десерт розовый щербет Алена Рожковская. Пока судьи решали, на чью же голову будет одета столь желанная и драгоценная корона, я вышел к гостям и поинтересовался, как они отнеслись к конкурсу и девушкам. Чувствуется в некоторых девушка скованность большая есть. Да. И бы больше раскрепощенности бы этим девушкам. Да. Желаем счастья, конечно, удачи, будущего. Я пришел сюда посмотреть на девушек, как бы лицезреть. Но мне интересно сам конкурс, как бы, и кто будет победителем. Мне кажется, выиграет та девушка, которая у нее не то что внешность, а более, у которой характер такой. Внутренняя красота должна быть, наверное. А, внутренняя красота обязательно. Я нахожусь за кулисами девушки перед последним выходом на сцену, выход награждения. Здесь даже чувствуется это напряжение. Мисс Дружбы 2006 года. Карина Максимова. Мисс Интернет Алена Рожковская. Алена Рожковская, мисс Интернет 2006 года. Мисс Фото 2006. Акимова Динара Акматова. Самая фотогеничная девушка этого года. Динара Акматова. Разрешите вручить приз зрительских симпатий Сутакова Зарина. Зарина Сутакова.
Сутакова Зарина, мисс приз зрительских симпатий 2006 года. Жюри очень долго-долго совещалось именно по этой номинации. Споры возникли именно по этой номинации. Но после очень долгого обсуждения и голосования второй вице-мисс Якутии 2006 стала, как вы думаете? Санникова Ирина. Поздравляем. Ирина Санникова. Вторая вице-мисс конкурса «Мисс Якутия» 2006 года. Лента победительницы в данной номинации и корона. А также вручается приз «Меховое изделие» от салона «Танго Мехов». А теперь я хочу огласить, кто же все-таки первый вице-мисс Якутия. Кто вы думаете? Скорик Ольга. Первая вице-мисс 2006 года. Ольга Скорик. Вместе с этим званием Ольге передается корона и лента. Дорогие друзья, сейчас очень волнительная минута. Мы действительно долго задержали ваше время, но это того стоило. И разрешите мне огласить мисс Якутия 2006 Сыромятникова Сардана. Мисс Якутия 2006 года. Сардана Сыромятникова. Новая обладательница короны, новая представительница нашей республики на российских и международных конкурсах красоты. Сардана Сыромятникова. Вот она, корона. Корона красоты Республики Саха-Якутия. Сардана Сыромятникова. Самая красивая девушка Якутии. Она королева. Ее зовут Сардана Сыромятникова. Что теперь вы будете делать с этой короной? Буду представлять Якутию на конкурсе «Мисс Россия». Спасибо всем, кто меня поддержал, моим спонсорам, и моим друзьям, родителям, и моему визажисту. Большое спасибо сам. Какой ценой вам далась эта победа? Очень трудно, конечно. Очень трудно было выступать. И был ли какой-нибудь момент, когда вы отчаялись? Не было. Вы до конца... Сильная, самое главное, надо быть сильной и добиться, чего вы хотите.